Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, был богатым и щедрым человеком, и своим богатством он заработал себе рай. Своим богатством он помогал пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, и сподвижникам, он помогал джихаду на пути Аллаха. Однажды, когда пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, вел проповедь, перед тем, как пойти на Табук, на тот момент мусульманам не хватало боевой силы и снаряжения. И вот, когда пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, вел проповедь, Усман ибн Аффан вскочил и сказал: «Я дам 100 верблюдов и снаряжение для 100 воинов». 100! Сегодня 100 машин ничего по сравнению с тем, что дал в то время Усман. Пророк, алейхиссаляту вассалям, продолжил проповедь, а Усман вскочил во второй раз и сказал: «Я дам 200 верблюдов». Затем вскочил в третий раз и сказал: 300 верблюдов. Вот кто такой Усман ибн Аффан. И тогда пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: «С сегодняшнего дня Усману ибн Аффану не повредит сделанное им». Он же один из тех, кто обрадован раем. И однажды пророк, алейхиссаляту вассалям, сидел, отпустив ногу перед собой. Вошел Абу Бакр ас-Сиддик, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не сдвинул ногу с места. Когда зашел Умар ибн аль-Хаттаб, тоже не сдвинул ногу с места. А когда пришел Усман ибн Аффан, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, быстро подобрал ногу под себя. А ведь он же еще и зять пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда умерла первая дочь, он выдал за него вторую дочь. Настолько он был им любим. Увидев это, у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, спросили: «Как же странно ты поступил?» На что он ответил: «Я постеснялся его. Как я могу не стесняться того, кого стесняются ангелы Аллаха?» Когда мятежники окружили дом Усмана ибн Аффана, он постился, и за день до того, как они ворвались в дом, Усман увидел сон. Он увидел пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Он сказал ему: «О, Усман, если ты захочешь, мы пошлем тебе помощь, и ты победишь, и никто не сможет навредить тебе. А если ты захочешь, то завтра ты разговишься вместе со мной». И вот мятежники ворвались в дом Усмана ибн Аффана, сжигая дверь, и нашли Усмана читающим Коран. Среди них был молодой человек, которого они ввели в заблуждение речами, что Усман ибн Аффан изменил религию Аллаха, что он испортил ее. Сегодня тоже одурманивают молодых людей речами, похожую на эту. Посмотри ты, кого же они заблудили? Это был сын Абу Бакра, Мухаммад. И вот они ворвались в дом, они обвязали его шею и начали душить его, пока он не потерял сознание. Подумав, что они убили Усмана, они бросили его тело на пол. Но вдруг Усман ибн Аффан моргнул, и глаза его открылись. И тогда сын Абу Бакра ас-Сиддика рванулся к нему, схватил его за бороду и сказал: «О, старый глупец! Ты изменил религию Аллаха, ты испортил ее». Он начал дергать бороду Усмана туда-сюда. И тогда Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, улыбаясь, сказал ему: «Клянусь Аллахом, когда-то твой отец почитал эту бороду, которую сегодня ты дергаешь». От этих слов, от нура, который исходил с лица Усмана, потому что он вали Аллаха, потому что он приближенный Аллаха, у сына Абу Бакра исчезли сомнения, неприятность. Он пришел в себя и заплакал. Он обнял Усмана, обнял его голову и плакал. Затем он обратился к Усману: «Клянусь Аллахом, они обманули меня. Прости меня. Прости меня. Я прошу прощения у Аллаха. Прости меня. Клянусь Аллахом, о Усман, никто тебе не навредит, и не коснется тебя даже палец, пока я жив». И после этих слов, обнажая свой острый меч, вступил он с ними в бой неравный, и пал шахидом он от рук коварных. Затем мятежники ударом меча отрубили пальцы руки Усмана, которыми он прикрывался. Вторым ударом отрубили руку. На третий же удар жена Усмана ценой своей жизни кинулась прикрывать своего мужа, а четвертым ударом убили и самого Усмана. Через сколько же бед и испытаний они пришли на своем пути. Али, да будет доволен им Аллах, посмотрите, в каком положении он оказался. Его покинул Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб,
И вот Усман покидает его. Какие же большие тяготы упали на его плечи, какая же большая печаль настигла его. И вдобавок ополчились против него хавариджи многочисленные.